Виноградную косточку в теплую землю зарою, и лозу поцелую, и спелые гроздья сорву, и друзей созову, на любовь свое сердце настрою. А иначе зачем на земле этой вечной живу? Собирайтесь-ка, гости мои, на мое угощение. Говорите мне прямо в лицо, кем пред вами слыву. Царь Небесный пошлет мне прощение за прегрешения. А иначе зачем на земле этой вечной живу? Ну, бардовская песня, да, вот она родилась, конечно, раньше. Первые барды были еще в древности, в средневековье барды уже были. Это бард, это поэт, который поет свои песни под инструментом. Вот. Ну, вот 60-е годы вам сейчас представили. Я вам сейчас представлю, ну, понятие современной авторской песни. Ну, хочется, конечно, начать. Недавно мы праздновали День Победы. Конечно, это величайший праздник у нас. Вот. И вспомним мы великого барда, который наряду с Высоцким, это Юрий Висбор. И я исполню песню, сразу начну. У нас мы слушали Юрия. Да, Юрий Висбор. Песня называется «Виталий Палыч». Мы это дело разом увидали, как роты две поднялись с земли, и рукава по локоть закатали, и к нам с Виталием Палычем пошли. А солнце жарит, чтоб оно пропало, и нет у нас судьбы уже другой. И я шепчу: постой, Виталий Палыч, постой, подпустим ближе, дорогой. И тихо в мире только временами тропиночка в прицеле задрожит, кусочек леса редкого за нами, а дальше поле родина лежит. А солнце жарит, чтоб оно пропало, и нет у нас судьбы уже другой. И я шепчу: постой, Виталий Палыч, постой, подпустим ближе, дорогой. А купчик наш — последняя квартира, другой не будет видно нам дано. И черные проклятые мундиры подходят, как в замедленном кино. И солнце жарит, чтоб оно пропало, и нет у нас судьбы уже другой. И я кричу: давай, Виталий Палыч, давай на всю катушку, дорогой. Мои года, как поезда, проходят, но прихожу сюда хоть раз в году, где пахота заботливо обходит печальную фанерную звезду, где солнце жарит, чтоб оно пропало, где не было судьбы у нас другой. И я шепчу: прости, Виталий Палыч, прости мне, что я выжил, дорогой. Это Юрий Висбор. Замечательная песня, его вот в мире бардов так ценят, да, что ну, каждый год в фестивале бывает, так его ценят, что каждый год каждый слет бардов заканчивается песней Юрия Висбора. Называется она, кто знает? Песня «Милая моя». Вот один куплетик спою с нее. «Милая моя». Это знаменитая песня, да. Кто знает, подпевает. Так. Она как вальс. Крылья сложили палатки, и кончен полет.
крылья расправил искатель разлук самолет. И потихонечку пятится тропа крыла. Вот уж и правда пропасть между нами легла. Милая моя, солнышко лесное, где в каких краях встретишься со мною, милая моя, солнышко лесное, где в каких краях встретишься со мною. Вот каждый год они заканчивают это, начинают они, как правило, песни «Как здорово, что все мы здесь собрались». Изгиб гитары. Да, да. Изгиб гитары желтый, ты верная струна, осколком эхо пронзит тугую высь. Качнется купол неба, большой и звездно-снежный. Как здорово, что все мы здесь сегодня собрались. Тоже замечательная бардовская песня. Так. Ну, что я хотел сегодня вам еще рассказать, это вот самое главное по порядочку. Так, ну, я тоже приобщился, но я не поэт. Я слова сочиняю, ну, типа стихи, да, вот некоторые специально песню задумываешь какую-то, да, специально, да. Ну, были и стихи, конечно, но на музыку я их не ложил, просто стихи были. Вот, вот современная песня, вот я когда учился в речном училище, у нас курсанты сочиняли песни. Вот, знаете, в 1972 году, представляете, это 50 лет прошло, да? Курсанты сочинили песню. Называется она «Мы люди особой профессии». В те годы мы ее знали, напевали ее. Вот. Ну, с годами эту песню забыли. Она забыта была, многие ее не помнят. Вот. Но все годы я вот почти все слова помнил и мелодию помнил. И вот мне к 90-летию, вот в этом году 90 лет было речному училищу, юбилей справляли мы, и было 45 лет выпуска, моего выпуска. В 1977 году я закончил речное училище. Вот. И захотелось мне ее возродить. Но она была без припева. Просто, знаете, вот идут куплеты, да, идут. Я взял и присочинил и 2 припева. Вот хочу вам эту песню показать. Премьера была вот на 90-летний. Может, кто-то во флоте будет работать, в морском, речном. Вот такая песня. Тоже, можно сказать, бардовская песня, да. Река ни дорога, ни космос, течет, где захочет и как. Внимательным будь у штурвала, не страшен любой перекат. Внимательным будь у штурвала, не страшен любой перекат. Простились с семьей у порога, родной наш причал позади. Идем мы в любую погоду, жару, снегопад и дожди. Идем мы в любую погоду, туман, снегопад и дожди. Рукой уверенной ведем мы теплоходы и дорожим своей профессией, ребята. Быть капитанами на речных просторах мечтали мы в училище когда-то. Мы выполним план свой досрочно, на борт телеграммы летят. Тебя поздравляют из дома, там ждут, тебя видеть хотят. Тебя поздравляют из дома, там ждут, тебя видеть хотят. Хоть в море выходим мы редко, и вовсе мы не моряки. Мы люди особой профессии, и все нас зовут речники. Мы люди особой профессии, и все нас зовут речники. Мы речники, мы труженики рек, такая важная у нас работа — доставить грузы в целости и в срок. И это наша главная забота. Мы речники, мы труженики рек, такая важная у нас работа — доставить грузы в целости и в срок.
И это наша главная забота, и это наша главная забота. Вот 50 лет этой песни. Она нигде еще не звучала, ни в Ютубе, нигде я еще вот клип на нее не делал, не выкладывал, поэтому она вот только в узком таком кругу пока звучит. Вот. Так, дальше что я хотел вам. Ну, тоже вот свою авторскую песню хочу вам показать. Это был турслет, эту песню написал я в 86 году. Турслет был вот, республиканский, туристический. И я на этом турслете был в команде МВД, наша тургруппа. И ребята попросили меня сделать песню. И где-то вот за дня за два я ее сделал. Слова и мелодия. Но самая легкая это мелодия. Мелодия, она, знаете, вот обычно на слова. Есть слова, сразу мелодия сама приходит. Мне, допустим, сразу, да? Вот, самые главные слова. Песня называется «Таежный вальс». Ну или туристический вальс, может. Таежный вальс. Опять мы готовы к походу, уложено все в рюкзаки. Уходим колонной к восходу, нам песня поможет в пути. Подальше от улиц шумящих, пропасть, раствориться в тайге. Луга золотые и чащи, прекрасны у нас как нигде. Влюбленных в таежные тропы, манящие в новый маршрут. Придут закалка и опыт, и дальние дали придут. Пускай комары, пусть болота, любые напасти снесет. И дружной семьёю походной мы многие версты пройдем. Рассыпается золотом искры над трескучим походным костром. И дурманит хвоёю душистой лес таежный в покое ночном. Нам в палатке уютно и тесно, слух лаская гитара звучит. Ночь прекрасная и воздух чудесный, и луна серебрится, блестит. Хорошо после трудного марша собраться гурьбою костра, туристской поужинать кашей и крепко уснуть до утра. Со свежими силами надо добраться до цели своей, и лучшей будет наградой счастливые лица друзей. Рассыпается золотом искры над трескучим походным костром, и дурманит хвоёю душистой лес таежный в покое ночном. Нам в уютной палатке не тесно, слух лаская гитара звучит. Ночь прекрасная и воздух чудесный, и луна серебристо блестит. Это... Так, ну, сейчас еще покажу вам одну песню свою. Ну, тут слова не мои. Эти слова сочинил поэт Владимир Николаевич Федоров. Такой был, он когда-то возглавлял газету «Якутия», был главный редактор. Он драматург, много пьес написал, я с ним знаком. Вот, и вот он мне подарил книжечку небольшую своих стихов. И вот, проглядывая все стихи, я от корочки до корочки его стихи прочитал вообще захлеб, вообще замечательные стихи. Вот, и вот мне понравилась очень песня, его стихи «Поздняя любовь». Вот. Ну, опять же, это не песни были, это стихи были. Они написаны были как стихи. Но я положил на мелодию, сразу, читая их, мелодия пришла мне сразу в голову. И вот получилась такая песня. Повернула речка вспять, защемило сердце вновь, и поделать ничего я не могу. Это поздняя любовь, это поздняя любовь, как отставший белый лебедь на снегу. Это поздняя любовь, это поздняя
где-то там курлычет выросший птенец. Но эти два крыла рассекают снегопад и несут ее совсем другой конец. Но эти два крыла рассекают снегопад и несут ее совсем другой конец. Можно птицу пожурить, можно птицу пожалеть, можно выстрелом сломать ее полет. Но, может быть, она снег сумеет одолеть и страну волшебно теплую найдет. Но, может быть, она снег сумеет одолеть и страну волшебно теплую найдет. И пускай секут снега, и пускай на крыльях кровь, и пускай на вираже я буду сбит. Все равно моя любовь, все равно моя любовь в неизвестность с белым лебедем летит. Все равно моя любовь, все равно моя любовь в неизвестность с белым лебедем летит. Не воротится назад, где-то там курлычет выросший птенец. Но, может быть, она снег сумеет одолеть и страну волшебно теплую найдет. Вот эта песня касается вас, вашей будущей жизни. Это слова. Видите, о чем она говорит, да? О любви, о стремлении, о вере, о упорности, да? Вот обо всем, обо многом вот эти слова, очень знаменитые. Есть еще один Барт, тоже он, конечно, позже появился, он не шестидесятник, 70-х годах где-то появился такой, мало кто знает, Леонид Сергеев. У него есть замечательнейшая песня, тоже мы вот сегодня, у нас проходит по мотивам, да, День Победы все-таки, Великая Отечественная война. Песня называется «Колоколенка». На горе, на горочке стоит колоколенка, а с нее по полюшку лупит пулемет. И лежит на полюшке за ногами к солнышку с раз такой-то матерью наш геройский взвод. Мы землицу лапаем прокуренными пальцами, пули, как воробышки, плещутся в пыли. Дмитрия Горохова да сержанта Мохова эти вот воробышки взяли да нашли. Тут старшой Крупенников говорит: да мне да тоненько, чтоб я принял смертушку да за честной народ, чтоб на колоколенке захлебнулся кровушкой раз такой, раз эдакий этот сукин кот. Я к своей винтовочке крепко штык да прикладывал, за сапог засовывал старенький наган. Славу третьей степени да медаль отважную с левой глаз стороночки глубоко в карман. Мне сухарик бросили, мне чинарик подали, мне старшой Крупинников фляжку опростал. И я ее испробовал, да вспомнил маму дородную, и по полю ровному да быстро побежал. А на колоколенке сукин кот занервничал, стал меня выцеливать, чтоб наверняка. Да, видать, Сариночка, да малая
трещиночка в глаз попала лютому, дернулась рука. Я винтовку-то выронил, да упал за камушек, что подумал вражина, будто зацепил. А он, видать, был стреляный, сразу да не поверил мне, и по камню-камушку длинно засадил. Да, видно, не судьба была пули-то мне опробовать. Сам старшой Крупенников встал как на парад. Сразу с колоколенки, весело чирикая, в грудь слетелись пташечки, бросили назад. Сразу до с колоколенки, весело чирикая, в грудь слетелись пташечки, бросили назад. Горочки и горочки, башни до колоколенки, что кому назначено, да чей теперь черед. Рана не зашитая, да память да не убитая, солнышко да полюшка, да геройский взвод. Рана да не зашитая, память да не убитая, солнышко да полюшка, да геройский взвод. На такой лирической ноте мы заканчиваем курс литературы. Еще раз давайте поаплодируем. Многоплановому человеку нашей республики. Это здорово, это хорошо. И я думаю, что сегодняшний урок не пропал. Может быть, через много лет кто-то из вас будет также. Да. И ваши дети, вообще вот эту школу я знаю, вот уже 11 лет я эту школу знаю, ходил с 1 класса сюда и знаю, что даже те, кто учились, их дети сюда приходят учиться. Знаю. Я и в родительском комитете был, знаю. Знаешь, напутственные слова, да, как да. раз Да, напутственные слова. Да. Ну, самое главное, ребята, вы находитесь в очень такой ответственный момент у вас в вашей жизни, вы его будете помнить всю жизнь. Это вы стоите сейчас на пороге вашей большой жизни. Вот только сейчас начинается ваша большая жизнь, потому что перед вами стоит именно сейчас выбор будущей вашей профессии. От этого зависит ваша жизнь, ваше счастье, ваше будущее, и семейная жизнь, и все зависит от этого. Вот, поэтому я вам говорю, что очень ответственно выбирайте профессии, чтобы потом не пожалеть, чтобы потом она вам пригодилась, чтобы вы потом работали именно по той специальности, которую вы получите в вузах. Потому что вы 11-классники, значит вы все идете в вузы. Тут такая система, я знаю. Потому что кто не да, все остальные 9 классов только закончили, кто не мы. Вот. Поэтому вы будущие университетские, институтские студенты. Вот. Поэтому настраивайтесь, учиться и учиться. Работа очень ответственная. Я сам был студентом, я учился с 90 по 96 год в Якутском университете, закончил филологический факультет. Знаю, что это такое. Вот, поэтому настраивайтесь, пишите конспекты, храните их, потому что то, что будет в ваших конспектах, в библиотеке вы не найдете, это на вес золота конспекты. Некоторые вот ленятся, не пишут, да? Пишите все, записывайте в конспекты, потом будете востребованы, будете готовиться. Вот, поэтому удачи вам, выбрать вам любимую профессию, быть здоровыми. Расти и духовно, и морально, и духовно, и профессионально. Вот. Удачи вам всем. Экзамены всем сдать, поступить, учиться на радость, чтобы вы были студентами, настоящими студентами, и радовали своих родителей. Ну и заканчивая, хочется сказать, что песня «Строить и жить».